ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, сегодня мы расскажем о том, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам, о тех действиях, которые совершают многие из женщин, особенности, и мужчины, если кто этим занимается, и женщины. Значит, это удаление волос с лица, с бровей. Значит, там идут хирургам, там меняют форму носа, там меняют форму, значит, здесь в основном идет направление менять то, что Аллах сотворил на лице из волос, значит, менять это, выдергивать, выщипывать волосы, делать наколки. Что сказал по этому поводу посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Ан Асмаа радияллаху анха أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. Асма рассказывает, что однажды одна женщина подошла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «Я Расул Аллах, моя дочь переболела болезнью горячки. После этой болезни начали выпадать волосы, выпали волосы с ее головы. Получилось облысение. Можно ли, я Расул Аллах, чтобы я, значит, прикрепила к ее голове другие волосы, сделав вид, что у нее волосы как будто бы есть, как будто волосы не выпали? Можно ли ее волосы удлинить другими волосами, другого человека волосами удлинить волосы? Сделать так, значит, поставить на те места, где сейчас парик же называют. Если, значит, смысл парик, и также сегодня вы видите, да, по стенам пишут объявления: покупаем волосы, покупаем волосы. Длинные волосы покупаем. Люди что делают? Покупают волосы. Значит, эти отрезанные волосы женщин, из них делают прически, из них делают заколки, из них делают косы. И на тех женщин, которые там выходят замуж или другие причины, они идут, значит, вот эти чужие волосы вешают на них, как будто бы это ее косичка. Как будто бы эти длинные волосы ее волосы. Эти женщины волосы короткие, они туда вешают эти дополнительные длинные волосы, делают видимость, что это, значит, ее волосы. Вот об этом говорил Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. К ней приходит женщина и говорит: я Расул Аллах, у моей дочери там выпали волосы. Можно ли, говорит, чужими волосами, значит, сделать видимость, что у нее волосы есть, потому что, говорит, я хочу, желаю свою дочь выдать замуж за другого человека. Выдать замуж, говорит, хочу. Хочет человек жениться на ней. А с таким дефектом же люди же могут от нее отвернуться, если есть дефект. То тогда пророк, алейхиссалату вассалям, отвечая ей, сказал: Аллах проклял тех женщин, которые занимаются этим, удлиняют волосы женщин, и Аллах также проклял тех женщин, которые идут к другим женщинам, чтобы свои волосы удлинить. Обоих, говорит, Аллах проклял. Если сегодня женщины в косметических салонах занимаются этим действием, они являются
теми женщинами, которые их заработок харам, их деньги харам, и на них попадает проклятие Аллаха. Если в косметических салонах, значит, добавляют, наращивают волосы, если там выщипывают брови, если там в них делают наколки и так далее, все, что запрещено, эти женщины занимаются харамом, и слово «аль-василат валь-мустаусилат валь-маусулат» означает женщины, кто это делает, и женщины, которые это сделали. Обоих Аллах, говорит, проклял. Обоих их Аллах проклял. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Ибн Умар, сын Умар асхаба, радийаллаху анху, говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял женщин, которые наращивают волосы, проклял женщин, которые идут, чтобы им нарастили волосы, проклял женщин, которые делают наколки, проклял женщин, которые идут, чтобы им сделали наколки. Наколку делают или же чернилой, или же там другими красителями и так далее. Делать наколки тоже является харамом. Сегодня очень похоже, можно сказать, родственником наколки является то, что сегодня у женщин называется татуажем. Женщины придумали татуаж. Что такое татуаж? Татуаж – это красными красками. Если губы узкие, они делают видимость, что губы широкие. Вокруг губ делают иголкой, значит, как бы наколку, чтобы объем губ у них выглядел чуть побольше. То же самое, иголка, если делают, так же, как, значит, делается наколки, мы можем сказать, что это тоже попадает, и должны сказать, что это попадает под этот хадис. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رواه البخاري ومسلم وغيرهم. Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, он сказал: воистину, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклял женщин, которые делают наколки, делают косметический салон, скажем, сегодня так их называют, да, которых делают наколки и так далее, татуажи, матуажи. Аллах, говорит, проклял женщин, которые занимаются этим. Аллах проклял женщин, которые идут туда, чтобы это сделали им. Аллах проклял женщин, которые занимаются выдергиванием, выщипыванием, значит, волос, бровей, волос с лица. Аллах проклял женщин, которые идут в косметический салон, чтобы это им сделали. Если у них соединенные брови, соединения убирают. Если у них брови широкие, брови делают узкими. Для чего? Ради красоты. Если их брови должны были быть узкими, Аллах их сотворил бы узкими. Если брови широкие, значит, Аллах захотел, чтобы брови женщины были широкими. Оставь то, как Аллах сотворил ее. И не надо выступать против Аллаха. Не надо выходить против решения Аллаха, против творения Аллаха. Потому что в продолжении этого хадиса сказано, и также, говорит, Аллах проклял женщин, которые делают просвет между зубами для красоты. Между передними, верхними и нижними зубами специально растачивают их, делают между ними просвет для красоты. Видимо, это красиво смотрится. Вот их, говорит, Аллах проклял. Аллах, говорит, проклял тех, которые это все делают, для того, чтобы изменить то, как Аллах это все сотворил.
Человек, получается, шайтан ему приукрасил что-то, и человек готов следовать за приукрашениями шайтана, чтобы противостоять тому, как Аллах сотворил человека. Аллах сотворил, значит, так нужно было сотворить. Аллах же сотворил. Ты идешь, меняешь какие-то очертания чего-то, меняешь, ты выступаешь и воюешь против Аллаха. Не согласен с решением, недоволен, как Аллах тебе дал двух бровей, значит, женщине. Не согласна женщина, как Аллах, значит, сделал ее зубы и так далее. Идет, хочет это поменять. Кто это заставляет делать? Иблис, шайтан заставляет делать. И когда одна женщина сказала этому Ибн Масуду: я Ибн Масуд, ты тоже, что ли, проклинаешь этих женщин? Тогда Ибн Масуд сказал: почему же я не должен проклинать тех женщин, которых проклял пророк, алейхиссалату вассалам? В ту же очередь, говорит, Всевышний Аллах сам тоже в Коране, говорит, сказал, и приводит аят из Корана, смысл которого: все то, с чем пришел к вам посланник Аллаха, вы это соблюдайте. Все то, что запретил вам посланник Аллаха, от этого остерегайтесь. Если Расулуллах, говорит, проклинал, я тоже, говорит, проклинаю, сказал Абдуллах ибн Масуд, разли Аллаху анху. Иншаллах, оставшиеся хадисы этой темы мы завершим в следующей проповеди. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.